15 января 2016 года информационное агентство «Азия Плюс» со ссылкой на главу управления религиозных объединений Комитета по делам религии и национальных традиций упорядочению торжеств и обрядов Хусейна Шакирова сообщило: правительство Таджикистана приняло решение, что отныне граждане, не достигшие 40 лет, не смогут совершать хадж. Таким образом, дается возможность в первую очередь совершить паломничество к святыням ислама более старшему поколению таджикистанцев. Хадж – это один из столпов ислама и один из обрядов поклонения, предписанный нам Всевышним Аллахом. Выполнение обязательных и желательных условий этого великого обряда нам разъяснил и показал наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и в нем нет никаких возрастных ограничений. Каждый верующий, если у него есть на то возможность, может совершить этот обряд поклонения. Но сегодня есть тираны, которые возомнили себе то, что они превыше законов Всевышнего Аллаха и могут принимать любые угодные им законы. Если раньше тиран Рахмон уделял большое внимание на активных призывающих мусульман, преследуя их, арестовывая, пытая и убивая в тюрьмах, то теперь этот фараон преследует каждого мусульманина, который начинает практиковать свою религию. Запрет ездить в хадж молодым людям до 40 лет – это не первый шаг тирана Рахмона против ислама и мусульман. Ранее он запретил мусульманкам страны ношение хиджаба в общественных местах. По заявлениям силовиков, в одной только Хатлонской области за 2015 год 1700 женщин были заставлены перестать носить мусульманское одеяние, а 160 магазинов мусульманской одежды были закрыты. Он ограничил посещение мечети молодым людям, которым не исполнилось 18 лет. В прошлом году усилились преследования носящих бороду мусульман, и доходило до того, что на улицах ловили молодых ребят, носящих бороду, и сбривали половину, оставляя другую часть, чтобы мусульманин не смог появиться на улице в таком виде и был вынужден сам сбрить оставшуюся часть бороды. В одной только Хатлонской области за 2015 год было обрито 13 тысяч мужчин. Студенты, учащиеся в зарубежных религиозных вузах, были насильно возвращены с целью предотвращения влияния на них так называемых нетрадиционных или радикальных идей ислама. Таджикистан – это страна с населением 8,5 миллионов человек, где 90% составляют мусульмане, большинство из которых практикующие. Ограничение по совершению хаджа установлено не только по возрасту, но и по количеству желающих совершить хадж. В прошлом 2015 году совершить паломничество удалось всего около 6 тысяч мусульманам страны, тогда как ранее совершали хадж более 8 тысяч мусульман страны. Более того, мы видим, что эти законы издаются для простых мусульман и не касаются семьи президента. В первых числах января в ходе официального визита в Саудовскую Аравию президент Таджикистана Эмомали Рахмон совершил хадж вместе со своей семьей и сыном 27-летним Рустамом Эмомали, занимающим генеральскую должность главы антикоррупционного агентства, которого метит на пост лидера нации. Тиран Эмомали Рахмон, захвативший власть в стране с помощью своего хозяина в лице Кремля, открыто борется с любым проявлением ислама в жизни мусульман страны. Видя, как мусульмане Таджикистана тянутся к своей религии, издает разного рода законы против ислама и мусульман, пытаясь таким образом отвратить нас от нашей религии. Решение проблемы преследования в отношении мусульман страны заключается в работе для возрождения исламского образа жизни в исламском государстве халифат во главе с праведным правителем. А для этого необходима идейная и политическая работа по методу нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. С установлением основанного на исламе халифата решится вопрос как возрастных ограничений, так и ограничений по количеству желающих совершить хадж, ношение хиджаба в общественных местах, посещение молодежи и мечети и всех остальных предписаний Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах говорит в своей благородной книге: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что Он непременно сделает их наместниками на земле, подобно тому, как Он сделал наместниками тех, кто был до них.
Он непременно одарит их возможностью исповедовать их религию, которую Он одобрил для них, и сменит их страх на безопасность. Они поклоняются мне и не приобщаются товарищи ко мне. Те же, которые после этого откажутся уверовать, являются нечестивцами.